Так, ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. С вами сегодня я, Руслан Айсин. Сегодня мы будем беседовать с нашим уважаемым гостем, другом Мухиддином Кабирисовым, председателем Объединенной таджикской оппозиции. Естественно, будем говорить о Таджикистане, о взаимоотношениях с Россией, но и не только, если позволит время, мы затронем и вопросы Ирано-израильского конфликта, благо что Худдин Аке эту тему хорошо знает и как международник дипломированный, ну и как человек, который учился в Иране и прекрасно знает эту страну, ее язык, и менталитет, и политические реалии. Мухиддин Аке, ассаламу алейкум. Алейкум салам, Руслан Бey, и салам вашим зрителям, аудитории. Кстати, Руслан, я не учился в Иране, но хорошо знаю Иран не только потому, что мы таджики ираноязычный народ, но и я часто побывал там. То есть Иран хорошо знаю не потому, что там учился, а потому, что это по долгу службы, как говорится. Да, да. Ну, по крайней мере, были много раз там. Много раз там. Да. И я думаю, что я не сильно ошибся, когда сказал, что... Нет. Да. Спасибо. Мухиддин Аке, первый вопрос. В Москве состоялся саммит глав СНГ. Он был, кстати говоря, приурочен к очередному дню рождения диктатора. Его посетил также и Эмомали Рахмон. Но после этого случились события, которые очень многих возмутили. Мы увидели кадры, как российские силовики вот так вот змейкой ведут трудовых мигрантов, в том числе из числа граждан Таджикистана, и депортируют их с международного аэропорта в Москве. Известно ли вам о том, по каким направлениям разговаривали Рахмон и Путин, о чем договорились, и вообще, что планируют эти два диктатора? Руслан, очень мало информации, о чем говорили Путин и Рахмон. Если даже такая встреча тет-а-тет состоялась, то в прессе, по крайней мере, я не прочитал, что они обсуждали какие-то важные вопросы. А то, что Рахмон был там, я бы удивился, скорее, если бы он не поехал бы туда. Рахмон, насколько я знаю, даже еще до Путина, во времена Ельцина, я не помню, что в Москве проходил какой-нибудь саммит, мероприятие, даже не саммит, какие-то второстепенные мероприятия, он всегда там. То есть он считает для себя и моральным, и этическим, политическим долгом отвечать положительно на все приглашения, которые получает из Москвы. Даже когда его встречают, как на этот раз в аэропорту, очень незнакомые лица, то есть там непонятно было, кто его встретил. То есть точно там не было среди них даже министра. Но это не важно. Наверное, много гостей у Путина было, и на всех не хватает чиновников высокого ранга, чтобы приехали в аэропорт и встретили постоянных гостей Путина. Он приезжает всегда, и, по-моему, на этот раз приезжали то же самое все президенты Центральной Азии. Даже Пашинян приехал, хотя Армения объявила о том, что вышла из ОДКБ или приостановила свое членство. Но понятно, что исходя из прагматичных побуждений, Пашинян просто не хотел как бы нарушать все или разрушать все мосты, и он был там. А самое главное, вот вернуться еще раз к Таджикистану, вот то, что ты в начале разговора сказал, напомнил об этом унизительном кадре, где показывают в аэропорту и привозят колонной таджиков руки за голову, как будто везут, этапируют преступников, тюремщиков.
опасных. И это в аэропорту, это не где-нибудь там спецприемники или так далее. Это, я не знаю, не помню сейчас, этот унизительный кадр, момент был во время визита Рахмона, когда он еще находился в Москве или уже вернулся. Скорее всего, он тогда был в пути в Душан, в обратном пути. И, скорее всего, это демонстрация недовольства Москвы чем-то, непонятного чем-то, потому что депортация таджиков за последние месяцы – это обычное дело, но вот так демонстративно, унизительно и на показ, причем во время визита Рахмона в Москву, это говорит о многом. И сразу же после этого, на следующий день, Матвиенко была в Душанбе, Валентина Матвиенко, и вчера вот я прочитал, или вернее посмотрел, она как бы говорит в результате этой встречи, что якобы они обсуждали с Рахмоновым и вопросы мигрантов, и миграции без эмоций. Я не понимаю, что это значит обсуждать нынешнюю ситуацию с иммигрантами без эмоций. Значит, обмениваться пару протокольных фраз без каких-либо деталей, без эмоций. Потому что если вникаться в детали, Рахмон, как президент Таджикистана, граждан которого унижают, не мог без эмоций обсуждать с представителем российской власти этот вопрос. Раз они обсуждали без эмоций, значит, ничего не обсуждали. Поэтому сейчас, Руслан, происходят непонятные вещи. Депутат Госдумы, я сейчас не помню фамилию, Матвеев или что-то вроде этого, он выразил недовольство тому, что в учебниках Таджикистана, в учебниках истории события столетней давности, когда Российская империя, потом большевики оккупируют Центральную Азию, в наших учебниках наконец-то оккупацию тогдашних лет стали называть оккупацией. После всех, после узбеков, после казах и так далее. И это вызывает недовольство депутата Госдумы, что таджики называют оккупацию оккупацией. И причем он довольно в жестком виде об этом сказал. И я не знаю, то ли в ответ был, но я не считаю, что заявление представителя МИДа Таджикистана можно было считать жестким ответом. Но самое интересное, Руслан, для меня вот было интересно, что сборная Таджикистана по футболу не принял приглашение Федерации футбола России провести товарищеский матч в Москве. Кстати, это после Пакистана. И Пакистан отказался играть с Россией. Видимо, они боятся каких-то санкций со стороны международной ФИФА. И Таджикистан, в свою очередь, после Пакистана отказался играть с Россией футболом. Это еще раз говорит о том, что Россия все больше и больше оказывается в изоляции, не только в спорте, но и в политике. Но вот как бы все это собирая в одну кучу, участие Рахмона в Москве, приезд Матвиенко, потом это демонстративная унизительная депортация таджиков, отказ сборной Таджикистана играть со сборной России. Все это в совокупности говорит о том, что взаимоотношения не самые переживают не самые лучшие времена, но в то же время мы, и не только мы, но и эксперты, которые должны по долгу службы, особенно те, которые сидят в Москве, в Душанбе, у них должно быть побольше информации, но оказывается, что у них тоже нет достаточной информации для того, чтобы анализировать ситуацию и сказать нам вообще, что происходит. И я считаю, что есть очень много вещей, о которых мы просто не знаем. Спасибо, кстати говоря, про футбол. Команду «Рубин» Казань, Татарстан, тренирует Рашид Рахимов.
Бывший известный футболист таджикский, Памира. бывший футболист Памира. Очень благородный человек, очень образованный и прям меня вызывает и не только доверие, но и уважение. Прям это такой очень статный, крепкий, принципиальный человек. Вот видно. Если я не ошибаюсь, он до этого еще тренировал, по-моему, Терек Грозный или Терек Ахмад, да. да, Ну, его и других приглашают, потому что, клубов. да, он и мусульманин, и так, в общем, внимательно к этому относится. И, в общем, он очень прославленный был. Защитник – это к вопросу о том, что таджики в свое время, если у них была возможность, они вот добивались больших высот в разных областях, и только потому, что сейчас режим Рахмона довел этот славный благородный народ до такого состояния, они вынуждены ехать в Россию работать. Нет, Да, лучше, кстати, в значит, свое время Памир Душанбе была единственная команда из Центральной Азии, которая играла в высшей лиге Советского Союза. И я помню, когда Памир в Душанбе выиграл у «Спартак» Москвы 5-1. Это для нас был праздник. Я помню этот матч. И матч, когда Памир выиграл у Даугава Рига в Душанбе 2-0, вышел в высшую лигу. Ну, для нас, для студентов, это был вообще праздник. А потом победа над «Спартаком» 5-1 в стадионе имени Фрунзе в Душанбе. Это вообще был нечто. Так что, да, Таджикистан, и не только в области спорта, и в других областях, да, очень были достижения даже и на мирового уровня. Но вот так получилось, что при Рахмоне за 30 лет Таджикистан превратился в страну гастарбайтеров, мигрантов, дворников и мигрантов, которые находятся почти в рабских условиях. Их возят в аэропорт колоннами, руки за спиной или за голову. И, ну, это результат 30 лет правления Рахмона. Да, я помню, наш большой учитель и друг Гидар Джимай Рахимхуллах говорил, что вот он поехал в Таджикистан, долгое время там провел и был как раз одним из руководителей исламской партии Возрождения, чьим председателем вы являетесь, что ислам сохранился только в Таджикистане. Туда ездили со всего Союза именно в Таджикистан за знаниями, за опытом. И, как мы видим, первая всероссийская партия была Исламская партия Возрождения. То есть первая в Союзе зарегистрированная партия. То есть это говорит о высоком уровне политической активности и ангажированности таджиков. Кстати, Руслан, я имел честь, да и сейчас я горжусь этим, что я был самым молодым делегатом первого съезда партии при Советском Союзе еще в городе Астрахан. Астрахани, да. Да, куда ОМОН наведался. Да, я участвовал на этом съезде и с покойным Гайдар Джамилом, и с другими учителями. Кстати, он был у меня не только в Душанбе, я его несколько раз пригласил, что в Советском Союзе он был у нас в Кишлаке, в деревне в гости. То есть, да, это... Да, Таджикистан, к сожалению, вот опять каждый раз мы об этом говорим, что таджикский народ не только в области ислама, знаний, культуры, но и вообще у нас было очень много достижений. Но так получилось, что сегодня мир знает другого Таджикистана, мир знает других таджиков. И я, кстати, недавно послушал, это, по-моему, ты отправил мне эпизод из выступления или интервью Гейдара Джамала Устада, где он как раз говорит о том, что Рахмон не оставил другого выхода, другой альтернативы таджикскому народу, как революция. И он об этом говорил, наверное, я не помню сейчас точно, когда он об этом говорил, наверное, минимум 10 лет тому назад. Да, это 15 год, по-моему, французский журналист был, насколько я помню. Значит, да, где-то как раз после того, как Рахмон запретил нашу партию. Да, после этого, да. Да, ну это уже 9 лет почти, и он прав в плане того, что, да, действительно, Рахмон
не оставил другого выхода. Кстати, я об этом говорю сейчас, недавно в Варшаве в кулуарах конференции ОБСЕ по человеческим измерениям. У нас были встречи с различными делегациями, и мы об этом постоянно говорим, что у таджикского народа нет другого выхода. Абсолютно нет никаких возможностей мирными методами через выборы, там, демонстрации, мирные демонстрации менять ситуацию. Да, я инкайлоп, я Марк, или революция, или смерть, в общем, тут, я думаю, что... Да, потому что ситуация ухудшается с каждым днем, и непонятно еще, что будет после, если российско-украинская война будет продолжаться. У таджиков в России нет другого выбора, кроме как подписать договор, поехать воевать против Украины и быть там убитым, искалеченным, или возвращаться на родину, где там нет ни работы, ни перспективы, ни будущего. У Динаки один наш знакомый недавно был в Таджикистане по своим делам, он сам этнический таджик. И, как он говорит, не был там более 10 лет, все, естественно, изменилось. Но при этом его знакомые, где-то родственники, с которыми он общался, люди, которые занимают в том числе ответственные посты в силовых ведомствах, все шепотом говорят, что Рахмон достал всех, что таджики находятся в столь униженном положении только из-за него. И он говорит, несмотря на то, что эти люди все-таки с опаской говорят, почувствовал недовольство и внутри аппарата, что фактически они эксплуатируют этих людей, что родственники заняли все, там, зять, говорит, старший зять просто всем командует и, собственно говоря, как он объясняет, нежелание Рахмона или страх Рахмона поставить своего сына Рустама обусловлен тем, что он боится, что вот этот вот старший зять его просто сожрет. Вот вы до этого тоже говорили о том, что и в среде аппарата есть большое недовольство Рахмоном, который, в общем, считает, что все ему должны как рабы прислуживать. Насколько, на ваш взгляд, вот это недовольство, оно может в случае какого-то вот происшествия стать катализатором переворота, революции или что-то подобное? Руслан, проблема в том, что в Таджикистане сейчас идет, по-моему, уже третья волна миграции. Я не имею в виду мигрантов, которые идут на заработки в Россию или в Казахстан, в другие государства. Когда я говорю о новой волне миграции, имею в виду людей, которые уезжают или из политических проблем, или просто они не видят перспектив ни для себя, ни для своих детей, для своей семьи. То есть они могли бы там остаться, работать, дожить свою жизнь и так далее. Но они просто, когда видят еще лет 10 вперед себя, свою семью, детей, просто не хотят остаться жить в такой стране, которую построил Рахмон. Поэтому, если в 2015 году была первая волна политической миграции, это мы, другие оппозиционеры. Потом, после коронавируса, началась такая необъявленная миграция. Многие, в основном интеллигенция, они стали выезжать, как только открылись границы, потому что во время коронавируса невозможно было выехать. И многие воспользовались этим, выехали. А сейчас, после того, как Рахмон уже начал арестовать и блогеров, и журналистов, которые их нельзя было даже назвать критиками, не то что оппозиционерами, они даже не критиковали власти. И мы, по-моему, с тобой обсуждали не раз, когда вот последние события, когда Рахмон арестовал
и депутатов парламента, и бывших министров, бывшего главы государства и так далее, которые всегда были лояльными к Рахмону. И сейчас многие представители интеллигенции, режиссеры, журналисты, блогеры, просто обычные люди, которые у них есть возможность выход куда-то, неважно, это Европа, США, Канада, Южная Корея, Турция, неважно. Главное, чтобы выход из Таджикистана вовремя, потому что над страной висит какой-то вот непонятный аура того, что вот скоро что-то будет. Опять новая волна арестов и так далее. Поэтому люди в такой ситуации без особой подготовки просто выезжают подальше. И к нам сейчас стали обращаться даже люди, которые всегда старались соблюдать дистанцию. И они сейчас вынуждены просто за советами обращаться, как им быть, что делать, куда поехать, какие есть возможности. Поэтому вот если представить такую ситуацию, что молодежь, мигранты, которые теряют рабочие места в Россию, они возвращаются домой, а это в основном, к сожалению, не очень образованный слой таджикского общества. После школы, они как только закончили школу, поехали в Россию, работали где-то в лесах или в подвалах, на каких-то стройках. Максимум, чего они там научились, более-менее говорить на русском языке. Но там их другого не научат же. Они, возможно, какие-то навыки строительные приобрели и так далее, но от этого качество жизни не улучшается в стране. Они возвращаются домой, в страну, более образованные люди, они покидают страну, Таджикистан. Система образования в Таджикистане становится с каждым годом хуже. Кстати, последнюю вот неделю назад ООН опубликовал очередной рейтинг. Таджики, к сожалению, по уровню образованности заняли последнее место в регионе. То есть это уже, это не мы говорим, это не какие там блогеры, а эксперты, международные эксперты. У них, конечно, свои критерии для того, чтобы определить или дать оценку. И с учетом всего этого, если у нас там инкилоб или революция какая-нибудь совершится, то это будет довольно, я боюсь этого сказать, но это будет довольно жесткая революция. И тем более, если будет переворот, в худшем случае это дворцовый переворот, но в лучшем случае, а в худшем это переворот, который может перерасти в гражданскую войну или в хаос, в революцию и так далее. Обычно вот с учетом арабской весны, если взять, например, Ливию, после Муаммара Каддафи, где он вообще уничтожал всех, кого можно было уничтожать, оставил только себя и толпу народа. И к чему это привело? Революция в Ливии. Хаос, война и привело к убийству самого Муаммара Каддафи. А в соседнем Тунисе, где тоже была революция, но поскольку там еще оставались образованные люди, в том числе среди оппозиции, политические, религиозные лидеры, бывшие депутаты, бывшие министры, они смогли контролировать ситуацию и не дать возможность революции перерасти в хаос, как в соседней Ливии. И Рахмон ведет страну как раз по сценарию Ливии, к сожалению. Если там будет какая-то революция, я боюсь, что после того, как более образованные люди покидают страну, в стране остаются или чиновники, сторонники Рахмона, или разгневанная толпа, в том числе и мигранты, которые возвращаются из России. Поэтому Рахмон как раз боится сейчас передать власть своему сыну. Мы не раз об этом говорили, что он
по-моему, он обречен до конца жизни остаться президентом. А его сын должен ждать его смерти, иначе не получит, как в Туркменистане, пост президента, потому что Рахмон знает ситуацию и внутри самой семьи, и в стране намного лучше, чем в семье. И поэтому каждый раз, когда он откладывает операцию, преемник на следующий год, на поздний срок, он исходит из той ситуации, которую он видит. Не зря он вынужден был отправить в Кабул министра безопасности Ятимова для того, чтобы договориться с талибами. И после всего того, что он сказал против талибов, по поддержке Ахмада Масуда и так далее, и вдруг он взял и отправил туда не кого-нибудь из, например, как Узбекистан, который отправил чиновника из экономического блока, а он взял и отправил туда министра безопасности. То есть он понял, что с талибами не надо шутить, и отправил его договориться. Тут же отправил посла Таджикистана обратно в Кабул. Это говорит о том, что он понял, что допустил очень много ошибок для того, чтобы, если после его смерти или каким-нибудь другим образом сын придет к власти, он должен и внутри страны зачищать все поле, не только от оппозиционеров, но от всяких людей, которые мыслят по-другому. А также обезопасить своего сына, свою семью со стороны Афганистана, со стороны соседей. Поэтому он сейчас включил в полную мощность и дипломатию, и ведет переговоры с кем угодно. Я думаю, что это не из хорошей жизни. Он не мог так быстро поменять позицию после такого пафоса против талибов. Вдруг он стал таким мягким, хорошим парнем, значит, есть на это причина. А вот младший Ахмад Масуд, он покинул Таджикистан или он никогда там и не был? И все это было... Нет, он там был, но я не знаю, он сейчас в Душанбе или нет, но разговоры были, что его бюро или офис закрыли. Там оставили какой-то небольшой офис для каких-то культурных мероприятий. Фонд имени Ахмадшаха Масуда. То есть это не политическое бюро. А Ахмад Масуд, он ищет сейчас, ведет переговоры. Он не назвал страну, но он сказал, что ведет переговоры с другими соседними государствами о том, чтобы перенести офис. Скорее всего, это будет Иран, он будет базироваться где-то в Мешхеде, недалеко от афганской границы. Если иранцы разрешат ему, и если иранцы еще как-то объяснят талибам, что для талибов будет лучше, если Ахмад Масуд будет в Иране под контролем иранских властей, а у Ирана очень хорошие отношения с талибами сейчас. Так что, если Ахмад Масуд будет в Иране, это и в пользу талибам, и Ирану. И, наверное, у Ахмада Масуда нет другого выхода сейчас. Наши зрители интересуются, спрашивают, насколько у Таджикистана отношения с Туркменистаном сейчас. Почему этот вопрос возник? Ровным счетом потому, что недавно опять-таки Путин летал в Ашгабад. Там должен был состояться, кстати говоря, саммит тюркских государств. Но в последний момент, меньше чем за месяц, мероприятие отменили. Эрдоган, который должен был посетить, не прилетел. И саммит переделали в 300-летие празднования поэта Фарги. Угу. А Путин туда прилетел, хотя как для него 300-летие какого-то неизвестного в России поэта, да, не самое большое. Что вот вам известно об этом и каковы отношения Рахмона диктатора с семьей другого диктатора Берды Мухамедова? Между Таджикистаном и Туркменистаном я бы не сказал, что есть какие-то
сильные экономические, торгово-экономические отношения. Они есть, конечно, но не такие большие, как, например, с Китаем, с Узбекистаном, с Казахстаном, с Россией, даже с Ираном. Даже с Афганистаном сейчас Таджикистан торгует больше, чем с Туркменистаном. Что связывает Таджикистан с Туркменистаном, это, конечно, сходство режимов, то, что они учат друг у друга, как передать, как вообще контролировать ситуацию, как издеваться над собственным народом и как передавать власть из отца сыну. Но опять, я думаю, что туркменский опыт, Рахмон тоже следит за этим, наблюдает, как ведут себя отец и сын в Туркменистане. У отца тоже статус, я не помню сейчас, Аркадак или... Халк Маслихат. Халк Маслихат, он, да, его как бы должность, а титул у него... Аркадак, да. Аркадак, да. Да, покровитель, и то же самое, как наш Пешво, то есть лидер нации. Но по статусу, по полномочиям, по правам они одинаковые, по-моему. Но так получилось, что он, Бердимухамедов, дал пост сыну, но сам остался как бы главным человеком в стране. Приезжает Путин, встречается, наверное, номинально с президентом, но самую важную встречу проводит именно с отцом. В поездке в Вашингтон, 5+1 плюс США, поехал туда именно отец, а не президент страны. То есть от этого, конечно, рейтинг сильно не растет, у народа возникает вопрос, а кто тут главный? А Рахмон этого не хочет для своего сына, потому что сын и так, у него имидж такой невысокий, потому что он мало говорит, народ не знает вообще, способен ли он управлять страной или нет. Поэтому, если бы Рахмон, он еще передал бы власть сыну и оставался бы главным человеком, встречался бы с высокими гостями, то это уже подтверждение того, что сын недееспособный. Поэтому, учитывая все это, и он учится, конечно, у Туркменистана, и учитывая все эти ошибки, пока не спешит с тем, чтобы передал власть сыну. Так что я думаю, что есть много общего между Таджикистаном и Туркменистаном, но как таковой у нас торгово-экономические отношения, они не очень высокие. Спасибо. Ну, тут сходство действительно режимов бросается в глаза, при том, что Туркменистан, ну вот, может, полгода назад я общался с туркменами, которые на тот момент жили в Турции, и сейчас там, так же, как в отношении таджиков, введен достаточно жесткий режим, договорился Бердымухамедов, чтобы их тоже выдавливали, там нелегалами работают. Так вот, они сейчас вспоминают с большой теплотой, ну, люди моего возраста где-то, правление Ниязова, Туркменбаши. Ну, при нем свет был бесплатный, вода, соль. Значит, соль, да. Очень многое там было бесплатно. Газ, да. А сейчас они говорят, даже у тебя есть $100, ты не можешь пойти поменять. Ты должен пойти, сделать заявку, объяснить, откуда у тебя $100. То есть вот богатейшая страна, одна из лидеров по разведенным запасам природного газа, но в действительности люди там голодают, потому что там очереди были вот совсем недавно за хлебом, за лепешками, и вышел вот этот вот сынок и сказал: вы не должны стоять в очередях, вы позорите моего отца. То есть полуголодные люди стоят, значит, тем самым они позорят его отца. Я тоже надеюсь, что рано или поздно эти тираны все-таки свое получат. Потому что... Да, Руслан, видите, вот этот факт, то, что вот ты сейчас говоришь, это факт налицо, что к чему приводит диктатура, когда Туркменистан, один из богатейших стран региона вообще мира по энергоресурсам, население не очень большое, они должны жить вообще-то
лучше, чем в Кувейте, Катар или Норвегия, где тоже добывают газ, нефть и так далее. Но вот результат диктатуры. Очередь, и невозможность менять деньги и так далее. Так что, что поделаешь. Нас так приучили к тому, что революция теперь плохо, хотя несколько десятков лет тому В назад мы советское все время было, да. на советское время революция, революционные лозунги, это были как бы каждый год выходили на митинги, на демонстрации, плакаты носили, как дети, пионеры, комсомольцы и так далее. А сейчас революция везде как бы плохо, это негатив. Терпеть то, что творится у нас в странах, с каждым годом становится труднее и труднее. Так что я думаю, что если начнется где-то вот в Туркменистане или в Таджикистане, по принципу домино оно передается другим странам. Кстати, вот сейчас я в последние дни думаю, наверное, все зависит от результата войны в Украине и на Ближнем Востоке. Мгм. Это очень взаимосвязано. И сейчас диктаторы, они держатся друг за другом, они стараются напугать свои народы войной в Украине, Ближнем Востоке и так далее. И собираюсь то в Москве, то в Ашхабаде, то где-нибудь в других столицах по каким-то незначительным событиям, поводу, для того, чтобы показать собственным народам, что вот видите, в Украине война, на Ближнем Востоке война, где-то там в Флориде наводнение там, или тайфун, а вот у нас все спокойно, мы собираемся, мы празднуем там юбилей какого поэта там. В Москве они обсуждали, знаешь, просто нет идей, нет темы, они обсуждали, как праздновать 80-летие победы во время Великой Отечественной войны. Но представьте себе, что лидеры государств собираются за 6 месяцев, а может быть даже и больше, Больше. обсуждать торжества, которые проходят на следующем году. И Лукашенко выступает, он такой с таким озабоченным голосом, лицом, что на Западе хотят украсть нашу общую победу. Но представьте себе, что вот в прошлом году, по-моему, во Франции проходили какие-то торжества по высадке западных государств в Нормандия, Нормандии. Нейман. Да. Французы они организовали, они никого не собрали, чтобы за год обсуждать, как провести это торжество. Просто взяли на себя, пригласили лидеров, участвовали, разъезжались. Потому что, когда они соберутся, они обсуждают какие-то существенные вопросы. Как решать ту или иную проблему, внутреннюю там миграцию, конфликты какие-то. А они-то, вот наши президенты, они просто не могут обсуждать, решать какие-то насущные вопросы, поэтому им легче всегда обсуждать какие-то поэтов там по поводу собрать. Или день рождения Путина, например. Почему? Вот хороший повод. Соберем саммит СНГ, потому что у Путина день рождения. А председательство перешло к Таджикистану. Следующий год будет Рахмон будет председателем СНГ по очереди. И как раз у него день рождения на 2 дня раньше или позже Путина. То есть следующий год, я уверен, что этот саммит будет в Душанбе, опять будет приурочен к день рождения Рахмона. Вот вам символизм, вот вам тема, вот вам идея. Так что они вот делают вид для того, чтобы вот мы собираемся, решаем какие-то важные вопросы, а на самом деле нет новых идей, и они ненавидят друг друга. Абсолютно это понятно, что вот даже полиция можно там посмотреть, как они смотрят друг на друга. Заранее подготовлены какие-то протокольные речи, выступления, и все. Так что я думаю, что вот по результатам войны в Украине, как оно закончится, и Ближний Восток, я думаю, что ситуация, очередной регион, скорее всего, будет Центральная Азия.
Ну, Но вот в это не этой... будет никакой там внешняя как бы агрессия, а это, скорее всего, будет изнутри, рост недовольства, безработица и так далее. Вы плавно так или иначе затронули ситуацию на Большом Востоке, будем называть его так, да, и Ближний, и Средний Восток затрагивается. И вот я хотел вас спросить, как все-таки дипломированного специалиста, человек, который прекрасно знает этот регион. Вот сейчас все в ожидании какого-то военного противостояния между Ираном и Израилем. На ваш взгляд, вот насколько это может вылиться в что-то масштабное и вообще соотношение сил, и, возможно, какие настроения в самом Иране по этому случаю? Руслан, я не военный эксперт, я просто не знаю, какое соотношение сил. Но то, что Израиль уже обязан, оказался в такой ситуации, он обязан уже ударить по Ирану, в этом никто не сомневается, да и в самом Иране никто в этом не сомневается, все готовятся к этому. Поэтому Иран усилил последние дни свою дипломатическую работу. Иракчи, министр иностранных дел, посетил самые важные государства Ближнего Востока, Персидского залива. По-моему, он сегодня в Багдаде уже, после Катара и Саудовской Аравии. Потому что они знают, что Израиль будет атаковать, у Израиля нет другого выхода. Для Израиля это вопрос уже и имиджа, и чести. И то же самое, как для Ирана. Иран не мог не атаковать Израиль. Поэтому самая такая крупная масштабная ракетная атака за последние годы как раз против Израиля со стороны Ирана. На это был общественный запрос, причем больше со стороны сторонников самой власти в Иране. И сейчас все зависит от того, какой план у Нетаньяху и вообще у израильского правительства. Да, они говорят о новом, как бы новый Ближний Восток. То есть они непонятно, что они имеют в виду, но, скорее всего, они рассчитывают на то, что после удара иранское правительство, вообще система не выдержит, с учетом того, что там в прошлом году проходили массовые демонстрации. Они рассчитывают на то, что могут ослабить иранское правительство, и иранская оппозиция будет воспользоваться этим моментом. Но я думаю, что они плохо знают иранскую реальность. Да, да. И они могут ударить, они могут нанести ущерб, они могут, возможно, даже разрушить часть инфраструктуры. Но ни Соединенные Штаты, ни ближайшие союзники Израиля, а я считаю многих государств Персидского залива союзниками Израиля, так или иначе, они уже подписали Авраамское соглашение и не скрывают, что после окончания кризиса в Газе возобновят еще с большими темпами нормализации отношений с Израилем. То есть, но они не заинтересованы в том, чтобы конфликт расширялся, и потому что от этого будут страдать все. Возможно, Иран будет, они, кстати, об этом иракчи сказали и в Риаде, и в Дохе, что если Израиль будет атаковать Иран, и этим разрешат соседние государства использовать воздушное пространство этих государств, это будет рассматриваться как враждебный акт со стороны Ирана. Иран имеет полное право атаковать эти государства. Так что ни Саудовская Аравия, тем более такие более мелкие государства, как Эмираты, Катар, Кувейт, они не заинтересованы в том, чтобы быть вовлеченным в этот конфликт.
И Ирак тоже сейчас очень обеспокоен, потому что многие вооруженные группировки в Ираке, они просто не подчиняются центру, Багдаду. Мгм. Они довольно автономны, не только в Курдистане, но и в шиитской части Ирака. Поэтому все сейчас ищут выход из этой ситуации. Израиль не может не атаковать. Соединенные Штаты не могут разрешать Израилю ударить по ядерным объектам, а также они стараются уговорить Израиль не атаковать нефтедобывающую промышленность Ирана, потому что это приводит к росту энергоресурсов по всему миру, а это на руку России, это дополнительные деньги для войны в Украине, и Запад не заинтересован в этом. Так что все зависит сейчас от Израиля, израильского правительства, какой вариант они выберут. Они выберут вариант просто ответить Ирану, чтобы сохранить лицо. Или у них более крупный план, более стратегический план, использовать этот момент, этот повод и ударить по Ирану так сильно, чтобы это пошатнуло вообще всю систему в самом Иране. Я думаю, что все-таки они выберут второй вариант, просто ответить Ирану, может быть, чуть сильнее, чем ответ Ирана, но не до такой степени, чтобы вызвать обратную атаку или обратные действия Ирана. А это уже будет полномасштабная война, долгая война на истощение, и у обоих государств не хватит просто ресурсов на окончательную победу. Вы верно отметили, Хидинаке, что многие эксперты не совсем понимают, что такое Иран, искренне считая, что вот сейчас нанести удар, режим упадет, оппозиция возьмет все в руки, или страна развалится. Я тут тоже участвовал в одной дискуссии. Мне говорят, вот если ударит Израиль, то Иран может развалиться. Я говорю, Иран воевал 8 лет, никуда он не развалился, и ситуация была для него более плачевная. Ну, просто люди не знают или ориентируются на вот каких-то иранских революционеров сумасшедших, которые вот с флагами Израиля тут носятся, 2-3 человека, и показывают, что вот эти революционеры, ну, их сами иранцы проклинают. Вообще в менталитете иранцев, если он опирается на внешнюю силу, ну, вы знаете, лучше меня, они этого человека не уважают, он для них все несуществующий. Но вот здесь получается такая интересная штука, что так или иначе может вспыхнуть ситуация, и это будет не на руку Китаю, который там хочет проложить вот этот вот новый шелковый путь, потому что он и через Центральную Азию пытался, теперь уже по югу региона. И, соответственно, окажется, что наиболее устойчивым и спокойным окажется режим талибов во всем этом регионе. Потому что, начиная вот как раз фактически с Гундукуша и заканчивая Средиземным морем, мы увидим, что может все вспыхнуть. Как вы считаете, вот как может отреагировать Китай? Выгодно ли ему это или, напротив, не в его интересах? Нет, Китай будет делать все для того, чтобы не допустить эскалации конфликта, потому что главным покупателем нефти из Ближнего Востока, и Саудовской Аравии, Иран и так далее, является Китай. И экономика Китая сейчас переживает не самые лучшие времена. И если еще цены на энергоресурсы будут расти, это сильно ударит по экономике Китая и также по стратегическим планам Китая в мире. Поэтому Китай будет делать все для того, чтобы уговорить стороны ограничиться какими-то обменом ударами. Но если это неизбежно, то чтобы оно не повлияло на мировую цену на энергоресурсов.
Но, конечно, от Китая не все зависит от Китая, не от России. И больше всего, конечно, заинтересован, на мой взгляд, в эскалации конфликта именно Россия, потому что рост цен – это дополнительные деньги для России. И чем больше внимания мирового сообщества на сторону Ближнего Востока или вообще, неважно, главное не на Украину, на самой России, это в пользу России. И Россия потихонечку, медленно, но пусть медленно, но дальше продвигается на Запад. И я думаю, что здесь как раз интересы России и Китая расходятся. Именно здесь, и Китай будет делать все для того, чтобы как-то контролировать ситуацию. Здесь, наверное, США и Китай могут сотрудничать. Это, кстати, один из тех областей, вопросов, которые две супердержавы могут найти общий язык. Оба не заинтересованы в эскалации конфликта. И посмотрим, что будет в ближайшие дни. Но мне кажется, что опять все зависит от того, какая политика будет у иранского руководства. И если руководство Ирана, даже в случае ответа Израиля, оно будет сохранить как бы контроль ситуацию под контролем и не будет отвечать Израилю так же жестко, то есть шанс, что на этом все закончится. И есть шанс, что вот сейчас попытки по урегулированию конфликта в самом Ближнем Востоке, в Ливане, например, оно есть шанс. Европейцы сейчас стараются, они подключились. Но если конфликт Израиля и Ирана, оно уже выйдет из-под контроля, то, наверное, уже главной жертвой этого конфликта опять будут палестинцы, ливанцы, даже иракцы, больше, чем жители Израиля или Ирана. Потому что у обоих государств есть достаточно мощи для самозащиты, а будут пострадать те народы, те государства, которые находятся посередине. Да, общей границы у них еще к тому же нет, поэтому будут воевать на чьей-то территории, Да. судя по всему. Ну, Так или иначе. ракеты, они же они будут заканчиваться. Ну, конечно. Да, и поэтому они будут использовать своих как бы других рычагов. Например, Израиль будет использовать свои возможности, как они сделали с Хезболлах, взорвать там пейджеры, какие-то компьютеры, планшеты и так далее, и подключать здесь свою как бы мощь, хакерные атаки и так далее. А у иранцев есть достаточно до сих пор, даже после того, что случилось с Хизбаллахом, после Хамаса, у них есть еще очень много возможностей использовать своих союзников, различных партий, движений в регионе против Израиля. Так что это будет война прокси, война не напрямую, но долгая война на истощение, она будет исчерпывать возможности, силы, даже человеческих ресурсов у других народов и государств, которые находятся в регионе. Спасибо, уважаемый Мухиддин. Будем наблюдать за ситуацией обязательно. И прежде всего будем смотреть действительно за динамикой. И будем общаться с вами тоже на этот счет, с учетом хорошего понимания вами этой территории. Спасибо, дорогие друзья. Не забывайте ставить лайк, распространять наши видео, в том числе и на наших дорогих и любимых таджикских братьев и сестер. Всего хорошего. Победы. Спасибо, Руслан Бей. До следующих встреч. Удачи вам.